Алло, к тебе Гаихар Измаил, дай Бог тебе здоровья, твоим родителям за воспитание. Дима Клуба. Паспорт, блядь. Весь мир его, блядь. Что весь мир, ну что весь мир, во всем мире Содома и Гоморра происходит. Я, кстати, могу Да, Саша. предположение сделать. Предположение, почему, допустим, страны СНГ не признали. Ну, они, Да. они руководствуются целостностью. Ну, естественно, если они сейчас... Лоск, это всего лишь, смотри, что это политический вопрос. Да, да, Это всего лишь политический вопрос, элементы давления и тому подобное. Та же самая ситуация происходит с Северным Кипром, да. Вот Северный Кипр же не признают как территорию Турции, но почему-то вопросов у остальных не возникает по Северному Кипру, почему-то они не задают вопросы своим стратегическим партнерам, туркам и так далее, и так можно до бесконечности, знаешь, это политический вопрос, есть де-факто. Де юре сегодня любой нормальный человек со мной согласится, что Организация Объединенных Наций утратила свое влияние, утратила свое значение. И Организация Объединенных Наций, никто на нее не опирается, так как сегодня что происходит в секторе Газа, в Палестине. Организация говорит, что надо помочь, что Палестина это страна, и никто ничего не делает. То есть это признание никому не нужно. Да, мы не идем большими шагами, мы идем маленькими шагами. Да, нас частично признают, и с каждым разом все больше и больше стран. Но я этому, если честно, рад. Ты представляешь, вот ты же приезжаешь в Абхазию, она маленькая, небольшая страна. Ты прикинь, нас резко признают, и какая глобализация здесь начнется. Мы же самоуничтожимся. Ты же сам должен понимать это. То есть ты приезжаешь сегодня в Абхазию, наслаждаешься природой, красотой, старинными крепостями, церквями. А ты представляешь, момент глобализации, как в городе Сочи, все зальют бетоном, мы все потеряем. Единственное, что Абхазия имеет, это свою землю. И потерять ее, открыться всему миру резко, да, невозможно. Мы должны сначала укрепнуть, стать сильными, чтобы пройти все этапы становления как государства, а потом уже открываться. Я считаю, что все идет нормально. А касаемо твоего вопроса, ты сам себе и ответил на вопрос, когда ты задал Денису вопрос касаемо паспорта. Почему не выдают в Гальском районе там паспорта? Я, конечно, тоже обескуражен этим вопросом. Я считаю, что они наши граждане, я считаю, что они наши, и мы должны их интегрировать в наше общество, потому что, заканчивая школу, они не имеют документов, едут в Грузию. И для меня это не устраивает. Я считаю, что они члены нашего общества, они должны полноценно получать все блага, такие как мы. То есть идти в университет, идти в армию, работать на государственных структурах. То есть это проблема в том, то, что ты сам и ответил в своем вопросе, то, что они получили грузинское гражданство, получили вот этот не беженство, как оно называется, ну, назовем беженский вот этот статус, получили там квартиры, получают там пособия, получают там пенсии. И это уже получается обман нашего государства. То есть ты получаешь пенсию в 3 странах. В Абхазии, в России, в Грузии. Понимаешь, это уже аферизм, мошенничество. И в этих целях, так как, еще раз повторяю, ну, Грузия является недружественной страной для Абхазии. Для этих целей лишили многих гражданства. Но я считаю, что в этом вопросе надо решать вопрос, надо двигаться в этом направлении. Я знаю много людей, которые с удовольствием возьмут абхазский паспорт, чем грузинский паспорт, потому что они свое развитие и будущее видят в Абхазии или в России. Но это проблема, но эту проблему должны решать власти. Если бы моя воля была бы, я бы провел бы небольшую фильтрацию, потому что в этом регионе, Лоск, понимаешь, очень много нехороших людей, так скажем, агентов, которые вот именно занимаются дестабилизацией внутри Абхазии. А почему такое отношение, объясню тебе, Лоск, почему ругаются с мингрелами. Я сам являюсь представителем мингрельского этноса. Я тебе объясню, что мингрелы, в своей частности, по большей части, во время Отечественной войны Абхазии повели себя неправильно. Хотя большая часть, там, какая-то часть мингрелов поддержала абхазов, а остальные поддержали Госсовет Грузии. И для любого абхаза, для жителя даже Абхазии, является нонсенсом поддержать тех, кто убивал твоих соплеменников, понимаешь? Мы же все прекрасно знаем, перед тем, как прийти в Абхазию, они уничтожили мингрелов. И когда мингрелы поддержали вот эти незаконные бандформирования, а они их в большом количестве поддержало, больше всего их было, понимаешь, если с этнической точки зрения посмотреть, мингрелов было. И потому есть к некоторым из них презрение. Но также еще, как ты сказал, в Абхазии есть герои Абхазии, мигрелы, которые в своей жизни сложили за свободу и независимость. Понимаешь,
Вот в этом есть, надо разделять. Просто некоторые не умеют разделять и начинают всех в одну гребенку гребсти. Всех нельзя в одну гребенку Не, гребсти, как Денис, я Денис поэтому тебе, подчеркнул. Да, Денис да, тебе объяснил. Денис тебе объяснил об этом, то, что у нас общие браки, есть общие семьи, есть. У нас есть ассимилированные абхазы, мигрелы, которые сегодня называют себя огромное количество мигрелов, которые сегодня, то есть абхазов, которые себя называют мигрелами сегодня. То же самое и в обратном порядке. Многое количество мигрелов, которые сегодня себя называют абхазами. То есть у нас есть это культурное, там, этническое, вот эти связи мы имеем, понимаешь, но не с картфелами никак. И почему мы разделяем картфелов и мигрелов, лично я разделяю. Это мое субъективное мнение, личное мнение, я имею на это право, я свободный человек, я не картфельский раб. Меня не порабощали, меня как не заставляли переписывать ничего, свой национальный признак, как заставляли моих предков переписывать свои национальные предки. А так как если мы откроем разного рода документы, до 1926 года не существовало мигрелов грузинов. Мигрелы были мигрелами, то же самое записывались в паспорте мигрелами. Никто не говорит, что это родственные группы, как абхазо-адыгская группа, так и картвельская языковая группа. Никто не говорит, что они родственные, но мигрелы это отдельный народ, отдельный это со своей культурой, со своим языком, со своей землей, со своей глубочайшей историей. Но только что вы говорили про лазы и мигрелы, я считаю, неразделимые вещи, а все мы знаем, что такое лазика и тому подобное. Когда существовала лазика, не существовало такое понятие, как сакартвелу. Не было в природе такого понятия, когда были лазы, абхазы и тому подобное. Сакартвелу появилась позавчера, это все прекрасно знают. И как она появилась, тоже объединив всех под одним названием. Но я не склоняюсь к этому, я никого не навязываю. Никого. Хочет сегодня мигрел себя называть картвелом, я ему желаю только, дай бог, здоровья. Но не надо ездить на стуле. Когда у тебя человек прямо спросит, кто ты по нации, да, скажи мне, я картвел, мы картвеливар, там, или я грузин. Они начинают на стульях ездить. Я мигрел, но я грузин. Я грузин, но я мигрел. И у человека уже на подсознательном уровне возникает вопрос, как понять, ты грузин, но ты мигрел. Вот они сами делают это, чтобы люди задавали им такие вопросы. Понимаешь, в чем весь прикол? Ну, я вот начну с начала твоего диалога, ну, разговора. Я поэтому подчеркнул, что именно выделил тех грузин, которые отказались от грузинского гражданства, или мигрел, как дозволено говорить. Да, без разницы. Да, которые отказались от грузинского гражданства и также ждут абхазское, ну, разрешение на абхазское гражданство, и они ждут годами. Я очень лично знаю таких ребят. Это вот как раз Денис, да, вас зовут? Денис, ну, вот который ведущий. Ведущий, да, Денис Менюгоша. Да. Денис вот как раз знает, ну, у нас общий знакомый, видимо, Званба. Он как раз таки очень долго ждал, но он получил гражданство не только потому, что, ну, не индивидуально, потому что он так вот хотел, потому что ему мы помогли, и, ну, очень многим помогли, чтобы он получил это гражданство. А так очень с особым осложнением он получил это гражданство. Вот, а так, да. И момент с теми, кто участвовал в войне и поддержал Грузию в абхазо-грузинской войне. Ну, тут очень спорный вопрос насчет этого, потому что, ну, в самой Абхазии до 92 года очень много грузин жило, и они в таком обществе росли, что вот опять же я там поднимал этот вопрос насчет грузин, которые оскорбляют абхазов и так далее, что они жили в таком обществе, где говорили, что Абхазия это Грузия, и поэтому они вот в этом обществе всю жизнь жили и не могут других точек зрения не то чтобы даже послушать, они даже, ну, точнее, принять не могут этот факт, так они даже это и слушать не могут. Ну, у них они сразу уже не могут и на оскорбления переходят, и на личности. Поэтому их тоже обвинять в этом, ну, нельзя, потому что они же себя грузинами считают, поэтому они вот на стороне Грузии пошли. Нет, обвинять, да, можно, я имею в виду, что потом вот дети, которые растут их, они же уже в интегрированном обществе, абхазо-мигрейском, так скажем, живут, они уже там гражданство, они уже ближе к Абхазии, они уже имеют право там, допустим, да, гражданство Абхазии получать, потому что они не участвовали в войне, допустим, в Грузии. И гражданство грузинское они, соответственно, тоже не имеют. Я лично
Ну, я как бы лично имею грузинское гражданство и ВНЖ абхазское, я ничего против, ну, то есть я, не обижен на то, что не обижен на тот факт, что я абхазское гражданство не могу получить, потому что, ну, я сам живу в России, и сама Грузия тоже, конечно, я с ней никак не контактирую, просто получил паспорт и ушел. Но я говорю о тех грузин, которые там живут, которые там хотят жить и будущее в этом видят, как ты сказал вот до этого. Они, к сожалению, возможности этой не имеют и постоянно вот их кормят завтраками, мол, вот через 3 месяца придите, еще раз подадите, через полгода придите. Они так вот приходят, уже от гражданства отказались, уже абхазский язык полностью не выучили, уже историю Абхазию знают, и экзамен сдали, и это. Но все равно не получают, и только через 5 лет там они, дай бог, уже получат этот абхазский гражданство. А за эти 5 лет, ну представь, да, они уже 5 лет теряют, не работают, там уже вот такую вот проблему я именно запечатлел. Ну, здесь, мне кажется, должна быть госпрограмма вообще, что касается вообще Гальского района. Должна быть госпрограмма, и, конечно, выпускать надо решать. Что там с этим вообще делать, конечно. Но к этому надо идти поэтапно. Вот, и тут как бы по поводу того, что там людей кормят завтраком, это тоже, наверное, все-таки неправильно, но все-таки люди, не знаю, какие-то условия поставить, там, что-то еще. Я имею в виду, я не говорю о тех людей, которые... возможно, пускай абхазский паспорт, потому что их не мучают. И, знаешь, а то как между небо и землей получается, знаешь, как ни туда и ни сюда получается. В итоге. Так, а тут человек пишет, не отказывается от грузинского. Нет, на самом деле очень многие отказываются от грузинского гражданства, чтобы получить гражданство Абхазии, потому что они не видят... Йоска. Не лоска, а йоска. Йосик. Да. Момысленно, послушай. То, что ты говоришь, люди этнические абхазы, я не знаю, за кого вы говорите с Денисом, но есть такая программа, она работает давно. Человек, который является этническим абхазом, такие как Званбая, Тарбая, Кецбая, они вообще без каких-либо препятствий получают абхазский паспорт, так как эта программа работает давно. И, во-первых, вообще само государство было инициатором сделать эту программу, чтобы сами этнические абхазы возвращались к своим истокам. Эта программа, еще раз говорю, работает. И я, насколько знаю, никаких проблем в этом нету. И, может быть, есть проблемы, что человек получал грузинский паспорт, там может быть загвоздка. Но, опять же, смотри сюда. С точки зрения грузинского государства отказаться от грузинского паспорта не так уж и просто. Для этого нужны определенные действия, определенные манипуляции, чтобы отказаться от грузинского паспорта. Ты что, так думаешь, просто пришел, сказал, я отказываюсь от вашего паспорта и все? Это так не работает. Для этого нужны разного рода манипуляции. Не так уж и просто, еще раз говорю тебе, отказаться от грузинского гражданства, которое ты получил. Понимаешь, это то есть процесс непростой и нелегкий. Но то, что ты говоришь, это проблема. На это. Поэтому я говорю, что очень долго получают абхазское Я же тебе говорю, эта проблема очень такая насущная. Но я тебе говорю, моя бы воля была бы, я бы с этим разбирался. Но то правительство обещало этим людям, потом забило большой болт. Сегодняшнее правительство, я не могу его характеризовать, так как ты сам понимаешь, что вот недавно у власти, я не могу характеризовать их действия и поступки, но я надеюсь, там собирается вроде молодая команда, я надеюсь на то, что они посмотрят на ошибки своих предшественников, и этот вопрос решат. Потому что я тебе еще раз говорю, это наши граждане, они должны интегрироваться не в грузинское общество, а в абхазское общество. Или же мы должны тогда сказать, ребята, извините, что мы вас вернули после войны 50 тысяч, но мы вас здесь интегрировать не будем, так что давайте собирайте вещи и давайте. Тогда мы должны так поступить. Если мы так не поступаем, тогда мы должны, еще раз говорю, интегрировать этих людей в наше общество, так как это было. Это было. Гальский район ребят брали в армию, ребята ходили в университеты и так далее. Потом, я же тебе говорю, в определенный момент при какой-то власти, уже не могу тебе сказать, при какой это было, поступили неправильно, всех под одну гребенку и всех лишили. Но я же тебе говорю, есть еще разного рода вещи. Вот в Грузии есть закон о целостности Грузии. Знаешь, да, что это за закон?
Да, конечно, его там в 91-м, в Нет, 914-м нет, что-то там. это, по-моему, после войны вот Конституция. это Саакашвили получил. целостности Грузии, то есть те, которые ставят под сомнение целостность Грузии, они попадают под ну, административные там, наказания, и бывает и срока можно поймать. То есть, если ты будешь отрицать то, что там Абхазия, типа это не... И многие, послушай, многие те, которые сегодня не получили паспорта, и поверь мне, у нас разведка, кто бы как ни думал, она очень хорошо работает. Если кто-то думает, что в Абхазии не работает служба госбезопасности, я вас хочу разочаровать, ребята, она очень хорошо работает. И очень много, понимаешь, вот этой ненужной пропаганды, под которую попадают вот эти молодые люди. Выступая на митингах в Тбилиси в поддержку тех или иных сил, ездя на голосование. Ты знаешь, когда выборы в Грузии, у нас границу закрывают в Грузии, чтобы туда... И причем Грузия является инициатором, чтобы туда не ездили на митинги в пользу оппозиции. Вот. Большая часть поддерживает оппозицию. А мы сегодня понимаем, оппозиция Грузии кого представляет. Это мина замедленного действия. И очень много, я же тебе говорю, по каждому случаю, мое лично, мне надо разбираться. И надо разбираться уже здесь и сейчас. Те, которые реально с нами, реально, которые не запачканы в пропаганде. А ты знаешь, сколько вот здесь в ТикТоке сидят, грузинскую пропаганду продвигают, а сами живут в Галлии, имеют вид на жительство, понимаешь? А здесь ведут пропаганду грузинскую, оскорбляют, стравливают абхазов и грузинов. Знаешь, сколько таких было нами вычислено, только вот нами, обычными ребятами, которые не являются там какими-то служащими. То есть это проблема именно замедленного действия. Я считаю, что ее надо решать. И чем быстрее мы ее решим, тем лучше. Потому что ГАЛ – это начало нашей Родины, да, ну, хочешь кто скажет начало, кто конец, то есть там это по плацдарм, понимаешь, если какая-то беда будет идти от них. Вот, И я вот. хочу, чтобы не как в 92-м году они пропустили вот эти бандформирования, а защищали свою Родину, так как это будут делать все остальные. Понимаешь, о чем? То есть каждый обязан защищать свой дом, свою Родину, а не ждать, когда война закончится, или там кого-то поддержать, потом другого. То есть Да. стать на защиту своей Родины в любое время. Я, допустим, ни на кого нападать не собираюсь, вообще не имею желания. Но свою Родину, свой дом буду защищать и охранять, насколько смогу. Так что это проблема, я с тобой согласен, ее надо решать. И там есть много заслуженных ребят, которые незаслуженно не получили паспорт. И среди моих друзей и близких такие тоже есть. Есть такие, которые заслуженные пацаны, они всю жизнь в Абхазии живут, патриоты Абхазии. Они в Грузии ни разу не бывали, но не имеют паспорта. Я тебе больше скажу, зачем я кого-то, я в 2009 году комиссию проходил, чтобы паспорт получать. Я проходил комиссию, хотя я и как бы нигде не прятался, нигде не надо, где надо было находился, когда нужно было. Рядом со мной стоял парень под фамилией Арзимба, он тоже комиссию проходил, понимаешь, получив паспорт. Есть проблема в этом. Ну, работают как-то, что-то пытаются делать, а по репатриации с настоящими абхазскими фамилиями, вообще они там в первую очередь получать должны. То есть как-то так. Не, ну Денис. я же на этом, на опыте, своем личном опыте, вот как раз Званба, это и моя родственная фамилия, он хоть и, да, абхазская, да, фамилия, но в любом случае он очень долго получал паспорт. Ну, я же тебе говорю, есть проблемы, я же тебе объяснил. Скорее всего, он Да, имел да, до этого грузинский паспорт. да, он от него отказался. Ну, я же тебе говорю, там дураков нету в службе госбезопасности. Отказаться от грузинского гражданства не так просто. Это занимает определенный процесс, и вообще там бывает невозможно. Я тоже занимался, вот как-то мне обращалась женщина, она в свое время сделала грузинский паспорт, и у нее абхазский. И она, как бы, она грузинка этническая, она говорит, я не хочу иметь грузинский паспорт. Я его сделала, говорит, когда там, ездила там туда-сюда, но я живу здесь, мои внуки уже здесь живут. И как бы я не хочу, чтобы из-за этого были проблемы у моих там детей или внуков, что у меня есть грузинское гражданство, и меня могут лишить недвижимости какой-либо, еще чего-либо.
И вот этот процесс, я тебе скажу, нелегкий. Я сам видел и спрашивал. И ты можешь сам, в принципе, посмотреть, что отказаться от гражданства не так уж и просто. Да, Для да, этого, я сам знаю, для да. этого нужны серьезные основания. Тем более у мигрелов, которые кроме вид на жительство и гражданства Грузии ничего не имеют, поэтому отказавшись от грузинского гражданства, у них, ну, для грузин нет основания. То есть, если мигрел придет и скажет, что я хочу жить в Абхазии, я хочу отказаться от грузинского гражданства, они, конечно, не смогут им ну, убрать это грузинское гражданство, специально, может быть. И опять же о мигрелах, которые вот отказываются от грузинского гражданства, вот они отказались, да? Все. Да, конечно, даже узнают, что если вы с этой целью будут делать, они специально, конечно, будут палки. Я тебе другое скажу. Грузинское государство в этом плане намного умнее и дальше пошло. В плане этого грузинское правительство, оно очень сильно и правильно и грамотно работает. Зная о том, что на территории Абхазии, да, могут быть проблемы у людей, которые получат гражданство, грузины сделали намного проще, чтобы у абхазов и у мигрелов или у других не возникало проблем. Знаешь, что они сделали? Они сделали нейтралуры паспорты. Знаешь, да, что это такое? Нейтральный паспорт вот для жителей Абхазии, нейтральный паспорт, то есть это не гражданство, но по этому паспорту ты можешь такие же, ну, все такие же как бы функции выполнять, ну, оформлять, продавать, покупать, даже в какие-то страны по нему можно выехать, если не ошибаюсь. Но это не является гражданством, чтобы на территории Абхазии у людей не возникало никаких проблем по этому поводу. Ну да, понятно. Они в этом плане молодцы, они в этом плане работают. Раньше программы разные делали там для жителей Абхазии, учеба бесплатно, медицину делали тоже как бы. Они в этом плане работают, интегрируют, что-то делают, но просто они чуть-чуть не понимают самосознание абхазов и самосознание нового поколения. Оно чуть-чуть не так работает, понимаешь? Старшее поколение, которое освобождало и воевало за свободу, они только мечтали об этом, понимаешь? Они не знали, как жить в этой свободной Абхазии. А вот здесь уже целых 2 поколения выросло после этого, понимаешь? Вот, Которые знают, что такое свобода и независимость, которые будут как бы стоять на этом. Ну, в общем и целом, я думаю, если в самой Грузии никаких проблем не возникнет, если это действующая власть стоит, то ну, нету вариантов. Там у власти в Грузии находятся бизнесмены. Они прекрасно понимают, что закрытая граница – это незаработанные деньги, понимаешь? И как бы в этом плане будут работать, я думаю. вот, кстати, По-любому. что касается Иванишвили, я вот что-то вот слышал насчет его каких-то, как это сказать, что в Абхазии какие-то у него участки, что-то у него там есть. Это правда или неправда? Просто я это Нет. слышал так, тайком. Нет, А нет, так, Иванишвили, нет, я тебе сейчас скажу, Иванишвили как-то заявил, и он готов, я не помню сколько миллиардов, какую-то баснословную сумму он выкатил, сказал, я готов вложить в Гальский район, там, ну, условно, я сейчас не помню, там, 5 миллиардов долларов готов вложить в Гальский район. Такой разговор был с его уст, понимаешь, то есть какой-то разговор в этом плане был. Ну, товарищ Иванишвили, наверное, до сих пор, как и его предшественники, не поняли, что абхазы не продают ни себя, ни свою родину. То есть здесь, понимаешь, вопрос, знаешь, в чем стоит? Вот когда нас сравнивают, вот я, допустим, после войны всю жизнь прожил в Сочи, да? Я, допустим, могу сравнить, что такое современный вот этот большой бетонный город и к чему он приводит. Я знаю. Я не хочу на своей родине, ни у себя дома, в Абхазии, видеть вот эти бетонные джунгли, как в Сочи и в Батуми. Знаешь, мы не продаем. Если мы бы хотели бы продать свою родину, покупателей, к сожалению, очень много. И они стоят и ждут, когда можно купить. Это делается лишь одним вариантом. Подписываешь закон о продаже недвижимости другим гражданам других стран, все. Абхазия с молотка улетает на следующий же день. Ты же это тоже понимаешь? именно поэтому в Тбилиси живут арабы. О, молодец, молодец. Именно поэтому, я не помню, в 2018 году или в 2019 правительство Грузии запретило продажу земель, потому что начали турки очень скупать земли массово, ну, в частную собственность.
Здесь сейчас в Грузии тоже не могут купить землю другие граждане, только ну, недвижимость могут, квартиры там покупать, а дома, а вот землю уже не могут. Недвижимость. Потому что вот в Гале есть, насколько я знаю, вот этот... не, это я перепутал. Вот, блин, я помню что-то, я проезжал мимо, и нам рассказывали что-то такое. Там турки какие-то вот имели какую-то недвижимость. То ли какую-то дома, какие-то или отели, что-то такое. Не было такого разве? Где? Вот что-то не в Где? Гале, В Грузии, в Абхазии, про что ты В Абхазии. говоришь? В Что Грузии именно? понятно. Турки покупали недвижимость какую-то? Или недвижимость содержали, или покупали. Но нет, покупать... Но они физически, понимаешь, турки физически не могут, и они не будут вкладывать никуда ничего, если они не будет это в их частной собственности. У них политика такая, они не будут покупать, понимаешь, если это не будет их. Они сегодня не могут. Сегодня есть закон, допустим, о частной деятельности и предпринимателей. Вот сегодня граждане России, допустим, как дружественной и стратегической стране, они могут сегодня оформлять фирмы, на эти фирмы оформлять предприятия, заводы, гостиницы строить, понимаешь? То есть открыл фирму и на эту фирму уже регистрируешь корпорацию, гостиницу, ну частность, это будет уже частная собственность. Ну плюс еще взаимные суды у нас теперь заработали, то есть суды одинаково работают. То есть сегодня гражданин России может обратиться в русский суд, не в абхазский суд, а в русский суд. И как бы с принятым решением приехать в Абхазию, и его будут выполнять. Ну, короче, в этом плане тоже... Вот, кстати, еще один вопрос назрел. По поводу... Я очень часто встречаю таких, ну, молодых ребят с Абхазии, которые имеют антироссийские какие-то, ну, подсознательные там... Как? Антироссийское сознание. Что-то они вот начали. Послушай, я таких вот, смотри сюда, ты приезжаешь сюда наездами, я здесь живу постоянно. Ну, выезжаю в Сочи, Гагра, в принципе, ты понимаешь, да, расстояние от Сочи до Гагры. Летом, я целое лето в Абхазии практически. Ну, если я выезжаю из Гагры, только в Сочи, там, на день, на два максимум. И я вот среди своего окружения антироссийских настроений, вот об этом говорят, да, некоторые люди, об антироссийских настроениях. Но я почему-то среди своих знакомых, братьев, сестер, я не встречал антироссийско настроенных людей, тем более молодежи. И не исключаю, может быть, такие есть, которые смотрят на Запад, хотят свободу, Андели Джевис, понимаешь, там свободу хотят, раскрепощенность хотят. Они другим руководствуются. Они руководствуются тем, что российские базы находятся в Абхазии. Вот этим руководствуются. Кто это? Подожди, нет, это уже бред. Объясню почему. Я бы с удовольствием такого идиота встретил бы, который против того, что в Абхазии находятся российские базы. Я бы с удовольствием на этого идиота посмотрел бы. А таких много, на самом деле. Я их, именно в интернете. Я тебе говорю. Вот подожди секунду, вот не будем многословными. Вот здесь сидят мои братья и сестры абхазы. Скажите, пожалуйста, вы кого-нибудь в своей жизни встречали в Абхазии, чтобы кто-то был против, что на территории Абхазии стоят российские базы? Вот есть такие вообще? То, что не хотят абхазы в состав России, это факт. Абхазы не хотят ни в чей состав. Да, они не будут там в составе. Это другой вопрос. Это уже другой вопрос. Да, это нет, здесь внизу написали. Вот кто-нибудь, напишите, кто-нибудь, вы же меня знаете все, скажите, кто-нибудь встречал такого? Ты понимаешь, что Абхазия физически не может свои границы территориальные сама охранять. Понимаешь? Это, то есть самый тупой дебил должен это понимать. Вот я об этом и говорю, что это очень, очень тупо так говорить. Ну я честно тебе не скажу, не встречал. Может быть, где-то в Гальском районе такие проживают ребята, которые против российских баз, чтобы грузины пришли побыстрее. Они, понятно, могут там, по-любому такие бывают ребята. Но там же уже не абхазцы. Я имею в виду именно абхазов отдельно. Нет. Я тебе честно скажу, я таких не встречал. Да, бывают люди, которые против барыг я называю это, которые скупают и продают недвижимость, обманывают людей, вот этих всякого рода застройщиков, да, против этих людей много людей выступает, я в том числе. Я за открытый честный бизнес, чтобы не обманывали местное население.
Таких может быть, но я же тебе говорю, военная база, наоборот. У нас есть, смотри, после 2008 года есть стратегический договор о стратегическом партнерстве и всему тому подобное. Понимаешь, российские базы находятся здесь. Кто-то задал вопрос вот здесь внизу, платят ли они нам? Конечно, они нам платят своим нахождением здесь, то, что они оберегают наши границы. Вот сегодня происходит ситуация, что дроны летают. Сегодня ПВО России эти дроны на территории Абхазии тоже сбивают. И также защищают границы, то есть наши. Я же говорю, физически мы не можем всю территорию Абхазии, то есть границы, охранять. Вот мы, допустим, со стороны России полностью нашу границу, там с нашей стороны нету русских, все полностью наши войска. Со стороны, допустим, Зугдиди, оттуда, с Гала, там, допустим, есть части. Там есть часть, там есть солдаты. Там, Печора, или как это секунду называется, я не знаю. Там где-то есть, понимаешь? Это же все же, опять же, после того, как Россия признала Абхазию, после этого, вы же понимаете, что такое в юридическом праве признание? То есть вот после признания уже на равноправных отношениях и двигаемся. Так, ладно, это понятно. Вот больше нет вопросов про политику, про историю. Прошу парочку вопросов. И я пошел. Есть какие-то вопросы? Можете задать? Да, у меня есть. Я потом выйду уже с эфиром. У меня есть, не выйдешь ты никуда, у нас есть много вопросов. Я уже, время уже скоро час ночи, надо отдыхать. Завтра тоже. Я завтра сделаю пару роликов. Потом уже не до роликов будет, если честно. Так, первый не вопрос, скорее всего, респект. Короче, за Айлорский храм. Слушай, я специально поехал в этот храм. Я так и понял, что ты специально поехал выходной свой туда, потому что по маршруту следования туда редко ездишь, да, я как понимаю? Ты знаешь, я раньше как-то часто ездил, сейчас редко действительно, потому что вот как-то у меня не в программе очень часто бывает, к сожалению. Вот. И как у меня выходные были, и, в общем, меня забрали мои коллеги, будем так говорить. Вот. И я решил туда съездить, посмотреть на это. Единственное, конечно же, жалко, что внутри нельзя фотографировать. Вот. Я знаю, да, там не снимать видео. Да, там есть надписи на абхазском языке, на русском, на славянском языке, на грузинском языке есть там надписи. Но, к сожалению, в этом храме нам не... Хотя, ты знаешь, я, честно, эти вещи не очень понимаю, потому что в одних храмах можно фоткать, а в других храмах нельзя. Какая-то такая политика. Ну ладно, однако в усмотрение нашей церкви. Это один респект в твою сторону. Следующий, я тебе скажу, короче, чисто можно в подколку ему тоже отметить. Я просто не умею видео. Я тебе сниму видео и скину на WhatsApp. У меня на районе осталось пару люков, где тоже на грузинском. Люки канализационные. Он там на грузинском. Ну, кстати, я лично видел тоже в Сухуми, я, получается, там что-то на море ездил, и там на побережье, где не купаются, просто увидел эти таблички, глиняные таблички на грузинском языке, они у меня до сих пор дома лежат в Галии. Это есть у нас эти, господи, эти надписи. Слушай, у нас надписи в Абхазии есть и на староосманском, и на греческом хотите. На греческом, да. Хотите. Какие только нет надписи в Абхазии, и на латыни находили надписи. Ну, это, извини меня, это богатая территория была, когда, ну, и сейчас, в принципе, с богатой историей, когда там и греки жили, и кто угодно. Так ты понимаешь, Йосик, в чем вопрос? Просто, знаешь, да, люди говорят о том, что, значит, они акцентируют только на грузинские надписи. Они думают, что если где-то пользовались грузинским письмом, то там жили грузины. Понимаешь? Это же серьезно. Это же глупость, потому что, ну, давай возьмем Влазики, например. Да, что Влазское царство, они использовали греческое письмо. Это не значит, что в Влазике не жили, мигрировали Влазы. Правда же? Это же не серьезно. Или, скажем, вот грузины говорят, что существовало древнее Берское царство, да, Иберия или Иверия, да, но в этом государстве письменность была арамейская. Говорит ли это о том, что там не жили грузины? Ну, это не серьезно. Потому что арамейский язык в свое время был международным языком, да, на языке, который говорил Иисус Христос. Поэтому люди после этого что не говорят. Или вот давай возьмем, я не знаю, можно взять в пример очень много вот царств
Например, царство Сарир на Северном Кавказе, у них не было своего письма, они пользуются чужим письмом. Или, скажем, давай возьмем в пример, я не знаю, там в Средней Азии, там были тюркские государства, письменность которого была иранская. Зачем далеко, Денис? Нахи использовали грузинскую письменность. Чеченцы, дагестанцы использовали грузинскую письменность. Подвинцы, кистинцы, кто там еще. Да, они использовали, да. Чеченцы, зачем тут далеко идет? Чеченцы, вот, пожалуйста. Это еще не значит, что значит. Ты знаешь, вообще, я тебе скажу, вот здесь у меня дома хранится работа одного грузинского историка, это еще эпоха Российской империи. И он в свое время публиковал очень тесную книгу. Там очень много материалов, то есть там идет материал на что-то на французском, что-то на латинском. Вот. Он как бы публиковал перевод на грузинский язык, а сзади книги, то, что он и перевел, они в оригинале опубликованы. И там, например, грузинский католикос, еще тех веков, это 16-17 те века, он, например, обращаясь к католической церкви в Рим, он писал о том, что он хочет распространить католичество в Абхазии и в Черкесии. Вот. То есть они туда направляли миссионеров грузинских. Вот. Да, то есть это есть такие документы. Просто же люди же не все знают о существовании таких материалов и их документов. Вот. Поэтому такое тоже имело место. Хотя по поводу Мингрелии правители Дадьяни даже отправляли послов, вот, для того, чтобы католические миссионеры распространили католицизм в Мингрелии. Ничего себе, такой да, у них, я вам скажу, у нас, например, на территории современной Абхазии даже был храм, где эти католики служили. Вот, там очень много на самом деле интересного. Ну, у нас сегодня же как? Не в Грузии, ну, в Абхазии тем более, никто не занимается историей Мингрели как таковой, да, если честно говорить. Сегодня же нет истории Мингрели книги. Вот. Если бы изучили, я думаю, было бы много чего интересного там написано. У меня тут еще хранится, у меня на компьютере есть книга, называется Мингреля. Написана на французском языке. Но это тоже материал не 20 века, это материал где-то 19 века примерно. Где-то с конец 18 19 века, ну, в этом периоде. Там тоже много интересного по поводу Мингрели, кстати. Просто я почему какие-то такие материалы имею по поводу Мингрели, потому что я все-таки занимаюсь тем периодом, когда у нас были серьезные политические взаимоотношения между Абхазией и Мингрелией. Правда, больше негативного характера, потому что в то время, это вот 16, 17, 18 века, Абхазия и Мингрелия воевали между собой постоянно за земли Восточной Абхазии. Вот. И поэтому, учитывая такие моменты, так что такие материалы тоже существуют. Так что, на самом деле, много чего интересного, если копаться в архивах, в документах, в материалах, много чего интересного можно выкопать. Как говорится, было бы желание на то. А вообще, в Абхазии же есть мусульмане, да? Абхазские мусульмане? Вообще. Все, тогда все. Просто есть у меня вот в медиа, я с ним учусь как раз таки в одном курсе в иностранном факультете. Не буду говорить фамилии, но что-то я тогда удивился очень сильно. Ну, не удивился бы, если бы он и всегда был мусульманином, но тут вдруг что-то я захожу, да, в туалет, вижу его, а я уже видел там, когда еще первый курс у меня был, у нас было еще мероприятие «Здравствуйте, мы первый курс», и мы там представляли свои там танцы, культуру и так далее. Я сам лично танцевал аджарский танец и подружился с типом одним, который танцевал абхазский танец. Вот, и потом что-то вот уже 3 года прошло, он был христианином, все дела, и вдруг я захожу в туалет, здороваюсь, и он говорит, здесь здороваться нельзя в туалете. Я говорю, почему? Он говорит, по Корану нельзя, типа. Я говорю, как это по Корану? Ты же христианин. Он говорит, нет, я вот ислам принял. Я говорю, когда это? Не, я собираюсь принять ислам. Я говорю, а как так получилось? Он говорит, ну вот братья у меня вот такие, говорит. Я тогда очень удивился, потому что я не знал о таком, ну, что вот такие есть абхазы, и их много, оказывается, вот такие. Да,
Действительно, да, есть, я знаю, тоже знаю ребят, которые приняли ислам. Ну, ты знаешь, вера это личное дело каждого. Единственное, я бы чего не хотел, я не люблю в любой религии фанатизм. Да, да, Вообще правильно. абхазы, если мы говорим об Абхазии, абхазы очень не любят фанатизм в религии, относятся к этому очень осторожно. Вот. И какой бы мы ни приняли религию, будь мы христиане или там, я знаю, кто-то там мусульманин, никогда нельзя забывать о своей культуре, потому что, ты знаешь, есть такие люди, которые там приняли ислам и хотят быть как арабы и принимают арабскую культуру. Вот, Я, да. если честно, я не очень это одобряю, я тебе хочу Я сказать. тоже, да. Вот. Я повторюсь, что какой бы человек ни был бы религии, надо сохранять свою культуру, свою традицию. Вот. А то мне смешно, когда, знаешь, люди принимают религию и начинают себя, знаешь, арабов строить. Вот. Я это не очень одобряю. Конечно, религия дело каждого, но я ее очень не буду этого Так, И важно мы отошли от темы, я извиняюсь. Времени мало, а вопросов много. Следующий вопрос очень сильно подорвало пятую точку вашим хейтерам, Денис Баткович. Пожалуйста, можете поподробнее, вы когда высказались про Ассесбал, могли бы вы, потому что многие как бы ребята запредельной республики начали возмущаться и говорить о том, что ха-ха-ха, как, мол, типа Ассесбал, мол, и вот они вот, могли бы вы вот подробно эту тему, и могли бы ли вы с абхазского языка перевести, могли бы вы с абхазского языка перевести Ассесбал, чтобы у людей больше не возникало вопросов? Они пусть немножко потерпят, я обязательно сделаю на эту тему видеоролик. Ты знаешь, надо потерпеть, да? Ты знаешь, что меня удивляет? Люди не понимают иногда элементарных вещей. Когда люди говорят, что айледж это слово не абхазское, это смешно. Когда я услышал в одном из видеороликов, что якобы мы Пхали называем Абхали, но это уже это сверхглупость. Потому что мы его называем Ачапа. Это чисто абхазское слово. Вот. Или, скажем, когда мы говорим Ачаф, да, я понимаю, что Гузневолод Хачапури, но Ачаф он чуть-чуть немножко по-другому готовился, а не как вы готовят грузины. На самом деле, безусловно, есть какая-то схожесть в кухне. Это не только, скажем, у абхазов, там, микрелов, там, и так далее. Да? Например, если грузины говорят чурчхела, мы говорим аджинджух. Да? Я насколько знаю, микрелы тоже так говорят. Джанджуха. Да. Вроде бы совершенно разные слова, правда? Поэтому пускай, знаешь, если они возмущаются, да, пускай они мне переведут это слово, что означает асацбал. Я надеюсь, что не говорю гад сацбели. Вот Кемали, кстати, тут Султан говорит, Кемали у нас Кварцах. Кварцах, да. Ну да, это Кварцах, да. Там у них Кемали. У нас асацбал. Иногда говорят сацбели. Но асацбал это не грузинское слово. Ну, конечно. Вот, так что пускай они, знаешь, когда я о чем-то говорю, да, им нечего ответить, и они начинают... Я люблю европейскую кухню, бля, чтобы мне не говорили, вот вы хотите, что я хаваю вашу еду. За это я люблю европейскую кухню, там борщ, морж, котлет, матлет. Чтобы не предъявляли мне, там, ты кушаешь наше, ходишь по-нашему. Это все-таки не мое европейское, я очень люблю быстро. Очень люблю быстро. Знаешь, что я очень люблю еще? Я очень люблю быстро, но я еще очень люблю домашнюю курицу с аджикой. Вот это самое. О, это да. We Знаешь, я когда бывает часто, там мама говорит, ну что там тебе прямо приготовить, ну что там получилось. Ну я говорю, ну я говорю, там, сделай мне там мамалыгу, там, она пойдет, там, курицу там домашнюю принесет, там, с аджикой сделай. Вот. Так что, грузин, кто меня слушает, кто возмущается, по поводу возмущаться не надо. Это не ваше слово. Вот. Я обязательно сделаю видеоролик на эту тему. Я просто, понимаете, я же не успеваю. Это, может быть, у некоторых грузин-блогеров, они сидят целыми днями в интернете, у них время есть кучу навалом. Может, что-то работает, я там не знаю, по этой теме.
и занимается такими вещами, говоря всякие глупости об абхазах и об Абхазии. Но у меня столько времени нет. Вообще, вы знаете, когда человек работает, занят учебой, занимается наукой, поверьте мне, у вас не будет времени целыми днями сидеть в интернете. Физически просто-напросто. Вот. И поэтому не всегда у меня на все хватает сил, да, со спала тоже обязательно доберусь. Кстати говоря, Руми у вас как называется мамалыга абхазская? Я не помню. Что-что? Ну, у нас Руми называется, у вас как? Обыстя называется, обыстя. Абыста. Блин, честно говоря, Абыста мне больше нравится, чем Я, английская. кстати, я вот вашу ачимчинскую не кнопаю в основном. Ну, в Абхазии, знаешь, как вот эту Она мингрельскую... же очищенная, она Да, очищенная. в Абхазии, знаешь, как говорят, Мне гудаузская и нравится ачимчинская мама. дзыбская или абжуйская мамалыга. Да, говорят, типа, ну, гудаутская говорят у нас, или ачимчирская, так говорят. А ну, Денис Я культурно-исторически, предпочитаю- абжуйская. Я Ну, короче, я предпочитаю не люблю, абжуйские. я не люблю вот этот сгиргили, короче, мамалыгу, блядь, не кнопкой. Не, почему, кстати, нас очень хорошо уже Здорово, очищают. здорово. Мне вот Так, именно ну- вот такая неочищенная. Вот в Цандрыпше я пробовал, не в Цандрыпше, господи, когда ты въезжаешь в Абхазию, вот так проезжаешь Псоу и дальше чуть-чуть, там есть кафешка, и прям написано на ней Абыст, чуть не Абыст, а по-другому называется она. Я еще, знаешь, что очень люблю? Я очень люблю хампал. Это не знаю, что А хампал любишь ты? Хампал, да. Хампал с утра до вечера. Домашний обожаю. Не, разве у вас, кстати, не делают? Знаешь, это что? Это вот тесто с сыром, но он имеет пирамидальную форму. все, у нас это, блин, как она называется, забыл. Ну, у нас это тоже как-то называется, я не помню. У нас у абхазов еще стройное название. Его не хампал называют. Вареники с сыром это называется, у русских украли, своим называете. Ну, кстати, ты знаешь, вы знаете, почему такая форма? Потому что мигрелы и абсуйцы пришли с Египта. Потому что вы с Египта Кто пришли. из вас знает, почему хампал, да, имеет пирамидальную Я форму? не задавался вопросом, если честно, Я никогда. это думаю. Элардж. Почему ты элардж? А слово айлардж? Эларч, да, эларч. Ну, это абхазское слово. Он состоит Можно из- как-то элардж перевести? Можно? Перевод имеет элардж? Конечно, эларджина. Ну вот элардж с грузинского как перевести? Вот кто-нибудь переведет. Перемешивать. И джны... Мамовара, группа, подожди, элардж как перевод? Вот с грузинского можно элардж или с мингрельского перевести дословно на русский? Это ко мне вопрос, что ли? Ну, я не знаю, кто понимает, я не знаю. Честно, не знаю. Ну, тут написали акваквар, ахуй, ну, по-разному называют. Ну, мы абжуйцы говорим акваквар.